Вы написали, что за последние годы проехали вместе с УКМЦ почти 15 областей с тренингами для студентов журфаков. И местами уровень проинформированности про мир, про общество очень низкий. Не знаю, как они будут работать. Написали вы. А поясните, что с ними не так? Как психолог, так сразу диагноза ожидаем. На самом деле это впечатление от того, что молодежь, которая идет на журналистские факультеты в регионах, далеко не всегда имеет базовый такой уровень представления об обществе, знания об обществе. Мне кажется, что это большой риск для журналистики, потому что журналист, который не понимает общество, не сможет качественно работать. Другое дело, что если это студенты первого-второго курса, то у них есть возможность и шанс все-таки больше читать и узнавать про мир. И тогда, может быть, мой прогноз будет не таким печальным. А вы работали с первокурсниками? Там были разные студенты разных курсов. Но я вот замечала, что первый и второй курс в ряде областей тех факультетов, которые к нам приходили, может быть, это были не все, было сложно с ними работать именно потому, что не было понимания каких-то очень базовых вещей. Каких, например? Ну, например, я работаю с одним фильмом, где есть персонаж, читающий газету на арабском языке. И в работе важно, чтобы люди это считывали, что это газета на арабском языке, и, вероятно, этот герой араб. Но далеко не всегда студенты, когда их начинают спрашивать, кто в фильме, так и говорят. Есть версии, что это индус, есть версии, что это ром или какие-то еще. И вот когда ты понимаешь, что нет той базы, с которой работает тренер, представлений о жизни и о социуме. Это не единственное, но это просто вот такой очень яркий пример, когда ты видишь, что там история этого фильма, в ней появляется также парень со звездой Давида и 4 скинхеды. Если ребята не считывают эту ситуацию, а так бывает, они не понимают, кто эти герои, которые с бритыми головами и с наколками в виде СС, то сложно работать дальше. Соответственно, когда они придут, например, в какое-то местное онлайн-издание, и у них в городе случится что-то с участием вот таких групп, то они не смогут написать об этом материал. А почему так? Вы не задумывались? Мне очень бы не хотелось быть банальной и обвинять систему образования в том, что она не дает представлений о жизни. Это было бы, наверное, было бы слишком простым ответом на вопрос. Я думаю, тут целый ряд факторов, и в частности, сама по себе образованность не является, видимо, для современной молодежи чем-то привлекательным. И вот надо думать, почему это так. И следующий вопрос, когда ребята идут на журналистику, что они ожидают от себя и от профессии. Возможно, в какой-то другой сфере деятельности их знаний вполне было бы достаточно, и они были бы более успешными. Тут вопросы в том, насколько молодежь, которая выбирает ту или иную профессию, понимает, с чем она столкнется, как этот мотивационный выбор делается, что происходит с профориентацией. С ними общались? Удалось понять их мотивацию? Что их влечет? Я не спрашивала их о мотивации, но было, что я у одной из таких групп за обедом у ребят спрашивала, какие они знают местные медиа, куда они собираются идти работать. И, к сожалению, даже в этом плане я не получила каких-то внятных ответов. То есть у них нет даже представления о возможном поле деятельности после завершения этого факультета. Журналисты, которые не знают местные медиа, это довольно странно, согласитесь.